Многие даты празднования событий последних лет связаны с социалистической революцией большевиков и образованием Советского Союза. Для целого евразийского континента, для многих народов это стало толчком в эволюцию. Эпоха становления страны стала обновлением. Экономический, промышленный разбег изменил образ жизни народов в лучшую сторону, светлое будущее устремлением в коммунизм. Тяжелая война с фашистской Германией и победа над фашизмом оставили неизгладимый след в сердце каждого народа, в сердце каждого, кто с боями дошел до Берлина. Всем привет! Я Олег Самана. И этот репортаж веду с Ледового дворца. Хочу заметить, что не весь народ еще здесь собрался. Люди все идут. Ведь великий праздник, празднование столетия. 10 марта этот день вошел в историю Чувашской Республики как день празднования столетия образования Чувашской автономии. Грандиозное историческое событие, согласитесь. Марафон этого празднования начался в Чебоксарах, в Ледовом дворце, способный вместить одновременно более 7 тысяч человек. Это впечатляет. Вначале было грандиозное выступление многих коллективов Чувашии с выходом одновременно сотни людей, инсценировкой ход развития и становления индустриальной республики, промышленности ее. Но это, кажется, вот провозглашает чувашскую автономию. И флаги красные, все напоминает эпоху того времени. Ну вот пошли сценки развития страны и дружбы народов. И это самое главное. Сказание о чувашских амазонках дошло до нас из глубины веков, что будто женщины здесь жили вольно, звонко и не боялись ни порядка, ни волков.
Вот люди тащат бревнышки. Это, наверное, символ строительства. Исторические события 15 и 16 веков стали новым этапом в развитии Чувашского края. В 1951 году Чувашия вошла в состав российского государства. По указу царя Ивана Грозного стали строиться первые крупные города-крепости – Чебоксар, Паллада, Цивильск, Ясный, которые выполняли важное стратегическое значение и были пограничным корпусом. Народ Чувашии, который помнит и свою давнюю древность, который хранит повседневный день и перенесет в будущее наше провозглашение, нашу правду, нашу любовь к жизни. И вы знаете наши песни, наша музыка, наши танцы, красивый народ Чувашии. Я верю, будет жить в веках. А вот пошли люди разноцветными костюмами. Это, скорее всего, символ 15 союзных республик, которые объединяла Советский Союз. Развитие страны и дружба народов. И это самое главное. Но вот война, страшная война с Германией. Фашисты напали на нас. И яростью великой страна всколыхнулась за державу, на защиту отчизны. Народы собрались. И стар и млад, молодые взялись за тачки
и строить заводы, фабрики. Строили, промышленность осваивали для того, чтобы помочь фронту. А здесь вот формируются районы Чувашской республики, свои колонны строятся и будут выходить на парад. Ждем вас, дорогие земляки. Kanasın mı burnaşı? Чувашская Белград.
Слово предоставляется временно исполняющему обязанности главы Чувашской Республики Олегу Алексеевичу Николаеву. Хатваранда хатва Хусейн, Дулдашсейн, Шак Илембе, Теленмеле, Паратра Хушнаганзейн, Паенги, Парада Курмакине, Ханазейн, Кураганзейн, Сири Пурнеги, Паян, Шак Пызык Залда, Чундан Шерилин, Саламлада. Паян Эмбер, Сиримбе, Шаваш Автономии, Паян Эмбер, Шаваш Автономии, Шельжу, Турдан, Ядба, Марафон Зин, мероприятие Зин Пушларда. Если будет лидерами Шагуя, Россия, Федерация Жайже, Палар Таябала. Мы же здесь, Шагуя в Зине, интерес здесь, Россия, Федерация, президенте Владимир Владимирович Путин, Ядерназа, указ Аллы Мусаши Реплетни. Дорогие друзья, участники сегодняшнего великолепного, замечательного, фееричного парада, зрители, гости, я с огромным волнением, воодушевлением и с гордостью приветствую вас сегодня в этом замечательном зале. Мы с вами сегодня начинаем марафон мероприятий, посвященных столетию Чувашской автономии. И все мы с вами прекрасно знаем, что этот праздник, он имеет федеральное значение, потому что был подписан соответствующий указ президента Российской Федерации. Уже было сказано, 24 июня 1920 года был подписан соответствующий документ, который провозгласил, что создается Чувашская автономная область. Мы все знаем, тогда объединили две территории, которые были в Симбирской и Казанской губернии, где локально проживали чувашская нация, ну и, конечно же, вместе с ними начали проживать на территории Чувашской автономии еще около 120 национальностей, и все эти 100 лет эти народы живут очень дружно, созидают и достигают различных успехов и побед. Мы все с вами знаем, что начиная с 1995 года этот праздник мы с вами празднуем как День Республики. И этот праздник, конечно, для нас он значим. Значим потому, что наш народ, начиная с первых дней начала автономии, пережил различные трудности. И это было продемонстрировано до этого в фильме очень даже красочно. Но, тем не менее, несколько моментов. Начало 20-х годов – это Голодомор. Более 13 тысяч наших земляков, к сожалению, тогда, скажем так, не выжили, не выдержали этого испытания. 30-е годы, когда была большая коллективизация, когда страна строила социализм, Чувашская республика уже удостоена была ордена Ленина. Годы войны. Более 208 тысяч наших земляков ушли на фронт. Было уже сказано, каждый второй не вернулся. Каждый четвертый получил ту или иную награду. 75 из них стали героями Советского Союза. И, конечно, мы их всех помним. Мы их чтим, гордимся и стараемся следовать тому пути, который они нам указали. Не менее большой вклад делали люди, которые были в тылу. Говорилось, много было заводов сюда эвакуировано, но около 170 тысяч человек ежедневно строили линию обороны, которой был назван Сурский рубеж. И мы с вами знаем, что самая длинная длина окопов, Сурский рубеж проходил в разных регионах, было именно в Чувашской республике. И наши деды, прадеды самоотверженно трудились на этих объектах. И
короткие сроки создали очень мощную линию обороны, обеспечив в случае необходимости достойный, скажем так, отпор врагу. Но, слава Богу, этого не случилось. Наша Красная Армия остановила врага намного раньше. После войны наша страна Чувашия вместе со всей страной очень бурно развивалась. И в республике возникли новые заводы. Это, конечно же, тракторный завод, это химпром, это хлопчатобумажный комбинат, это Илара, это Чебоксарская ГЭС и много-много других предприятий. И все это говорит о том, что чувашский народ, всегда отдавая себя, шел в ногу со временем и делал свое дело достойно. Сейчас мы тоже стараемся с вами не отставать. Мы строим новые микрорайоны, строим новые школы, строим много социальных объектов. Их будет еще больше. Здесь, позвольте, перейти на чувашский, еще одно короткое выражение. Фурде перле, алдран тудынзан, фурде перле, хартерза, перле хастарын эштуза, кутемли его решение, это шамулам помешать аккуратно. Если мы вместе возьмемся за руки, вместе объединим усилия перед трудностями, конечно же, эти трудности нам будут всегда по плечу. И мы всегда достигнем поставленных перед собой задачи.